темой остается ситуация на Украине. Наша партия заняла ясную и принципиальную позицию по украинскому вопросу. Эта позиция изложена в ряде заявлений и обращений. Данные документы размещены на сайте КПРФ.ру, опубликованы в газетах «Правда», «Советская Россия». Анализ украинских событий с марксистско-ленинских позиций осуществил Юрий Павлович Белов. Его материалы Центральный комитет издал отдельную брошюру. Я надеюсь, что она у вас в региональных комитетах имеется. Существенное внимание украинской теме уделено и в докладе Геннадия Андреевича Зюганова на последнем 5-м ноябрьском пленуме ЦК КПРФ. В силу того, что там даны принципиальные оценки, я позволю себе небольшую цитату. В частности, в докладе говорится о том, что КПРФ сразу определила свое отношение к специальной военной операции. Она носит антифашистский характер для России и освободительный для народа Украины. Положение на Донбассе дополняется национально-освободительным восстанием русского населения. Исторический императив вынудил власти России пойти по пути, на котором настаивала Коммунистическая партия Российской Федерации. Инициатива нашей партии о признании ДНР и ЛНР была поддержана Государственной Думой и президентом страны. Но мы говорим твердо, украинский вопрос не стал для КПРФ поводом к солидарности с правящей группировкой. Классовая гармония между КПРФ и правящей группировкой не наступила и не могла наступить. Это вот очень важный момент. Сегодня, когда многие пропагандисты, провластные пропагандисты, вот типа Соловьева там, и других, призывают нас сплотиться, объединиться, мы задаем вопрос, кому и с кем объединяться. Тем, кто получает минимальный размер оплаты труда, и тем, кто вывозит капиталы за границу, тем, кто идет добровольцем на фронт, и тем, кто бежит от мобилизации в чужие страны. Чтобы общество сплотилось по-настоящему, нам нужно отбросить замшелую идеологию либерального индивидуализма и стяжательства. Мы не добьемся успехов в деле единения нашего общества без искоренения антисоветизма в нашей стране. Новейшая история Украины нам отчетливо показала, что разрушение памятников Ленину, переименование советских названий сопровождалось широким распространением неонацистской идеологии во всех сферах общественной жизни. Давайте посмотрим, что происходит у нас в стране. Не сносят ли у нас памятники Ленину? Не драпируют ли стыдливо мавзолей Владимира Ильича Ленина в дни важнейших государственных праздников? Не вымарывают ли из памяти народа имена выдающихся представителей советской эпохи, переименовывая площади и улицы российских городов? Не предпринимаются ли у нас попытки реанимировать пособников фашизма? Ведь это не на Украине, а у нас в стране памятники и памятные знаки в разное время были установлены целому ряду коллаборационистов, таким как Маннергейм, Шкуро, Краснов, атаман фон Памвиц, Заки Валиди, Тера Ратюнян и многим-многим другим. Казалось бы, начало специальной военной операции должно было положить конец вот этим доморощенным попыткам, антисоветским доморощенным попыткам. Но десоветизация продолжается. Я приведу данные вот из средств массовой информации, открытых источников. Буквально за прошедший 22 год и начало 23 года. Вот за этот период времени памятники Владимиру Ильичу Ленину были демонтированы. В июле 22 года в селе Икряны Астраханской области. В августе в городах Курган и Новомосковск, Курганская область и Тульская область. В ноябре в городе Саров Нижегородской области, в городе Георгиев Ставропольского края. И вот буквально на днях, в марте 23 года, в городе Кунгур Пермского края также был уничтожен памятник Владимиру Ильичу Ленину. Продолжается и эпидемия переименования улиц и площадей в российских городах. Ну, здесь, наверное, стоит отметить Саратов. Здесь проспекту Кирова присвоено название имени Столыпина. В этом же году поднят вопрос о переименовании улиц американских рабочих коммунистов Сака и Вацетти. В Геленджике переименовали главную улицу города, носящую имя наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, в Геленджикский проспект. В Симферополе с городских карт исчезли улицы Карла Маркса и Шмидта. Вместо них появились Екатерининская и Потемкинская. Процесс десоветизации широко охватил и гуманитарное образование.
Особенно сильно пострадала историческая наука. Ну, я напомню, что в 90-е годы 20-го столетия на государственном уровне был провозглашен тезис о деидеологизации исторического образования, что, по сути дела, стало идеологизацией наизнанку. Этот процесс привел к разрыву преемственности историко-культурного процесса, уничтожению национальных традиций, историческому беспамятству. По сути дела, ревизии подверглась вся история России, но особенно сильно пострадал советский период истории. Власти страны достаточно поздно осознали эту проблему. В 2009 году была создана комиссия при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Ну, это президент Медведев тогда был. Однако комиссия, по сути дела, просуществовав 4 года, ничем больше и не запомнилась. Сейчас власти пытаются также проводить борьбу с фальсификацией самыми разными способами, от уголовного преследования до попыток создания официальной версии истории страны. Вот в 2017 году вновь заговорили о создании единого учебника по истории России для школьников. Опубликованы проекты этого учебника, но из этих проектов видно, что он несет на себе по-прежнему не очищен от вот этих вот следов антисоветизма. Ну, там масса примеров, приведу один только. То, как трактуется понятие революции в этом учебнике. Но мы знаем, традиционно у нас в 17 году было две революции. Это февральская буржуазная революция и революция Великая Октябрьская социалистическая. Они разные были по своему характеру, по движущим силам и так далее. А теперь же этих понятий нет. Нет ни февральской революции, нет ни Великой Октябрьской революции. Вместо них вводится термин «Великая русская революция 1917-1921 годов». То есть к этим революционным событиям еще и приписывается история гражданской войны. Ну, я думаю, тут комментарии излишние. В разделах, повествующих о событиях Великой Отечественной войны, абсолютно не отражена руководящая и направляющая роль коммунистической партии и подвиг коммунистов. Именно коммунисты были первыми в рядах защитников социалистического отечества. 3 миллиона коммунистов отдали свою жизнь в борьбе с гитлеровским нацизмом. Пока мы не разберемся со своими антисоветчиками и коллаборационистами, бесполезно говорить о каком-то общественном примирении, единении и патриотизме. Сегодня, перед угрозой украинского фашизма, мы должны срочно сменить социально-экономический курс. КПРФ подготовила программы по выводу страны из экономического кризиса. В их числе, я напомню, это 20 неотложных мер для преображения России, 10 шагов к власти народа, также программа Победы. Но для того, чтобы партия смогла реализовать программные документы, мы должны резко усилить свое влияние в обществе. Именно поэтому 2 недели назад, уже 3 недели даже назад, председатель Центрального комитета Геннадий Андреевич Зюганов выступил с обращением «Это твоя партия». В этом обращении поставлена стратегическая задача – удвоить число членов партии. И мы обязаны с вами выполнить эту задачу. Но при этом нам важно помнить, что удвоение партии – это не простое количественное увеличение численности. Нам необходимы подготовленные коммунисты, понимающие и разделяющие идейные принципы партии, а не стремящиеся в нее по каким-либо корыстным соображениям. Нам необходимы коммунисты, которые не на словах, а на деле готовы служить партии и трудовому народу. Прием и подготовка молодого пополнения партии потребуют мобилизации всех партийных служб, но особая роль принадлежит в этом деле партийным агитаторам и пропагандистам. Вредно преподносить наши идеи заученными штампами. Нам необходимо найти понятный язык и эффективный способ пропаганды среди самых широких слоев населения. Задача эта непростая, но вполне выполнимая. Она потребует от нас усилий, творческого умения и настойчивости. Пропаганда наших идей должна быть всесторонней.
Она должна касаться не только экономических, политических, но и также духовно-нравственных интересов людей. При этом особое внимание в своей пропагандистской работе нам следует уделить трудовым коллективам, профсоюзным организациям. КПРФ не на словах, а на деле должна стать партией рабочего класса. Товарищи, события последних лет внесли существенные коррективы в механизмы и методы агитационно-пропагандистской работы. Все большее значение в работе приобретает интернет, социальные сети и мессенджеры. Несколько лет назад партия призывала агитаторов и пропагандистов к освоению этого направления. По инициативе заместителя председателя Центрального комитета Дмитрия Георгиевича Новикова на правах отдела Центрального комитета была создана рабочая группа по продвижению идей партии в социальных сетях. Руководит этой группой Музаев Марат Сосланович. После создания этой группы Центральный комитет начал планомерную работу по обучению партийного актива агитационной работе в интернете. В десятках региональных комитетов нами были проведены учебно-методические семинары. И все эти создания этой группы, проведение семинаров, все это имело успех. Нам существенно удалось увеличить пользовательский охват во всех социальных сетях. Центральный комитет продолжит развитие данного направления. Центр политической учебы разрабатывает обновленные обучающие курсы с учетом всех новейших изменений медиасреды. Также мы планируем проводить практику выездных учебных агитационно-пропагандистских семинаров. Пользуясь случаем, хотел обратиться к руководителям региональных комитетов Дальневосточного федерального округа. Если вам такие семинары необходимы, мы готовы к вам приехать, приглашайте нас, отработаем как положено. С агитационно-пропагандистской и идеологической работой партии должна быть тесно увязана и информационная работа. Информация сегодня самое мощное оружие, не использовать которое мы не имеем права. Центральный комитет провел огромную работу по организации информационных служб. У нас эффективно действует система партийной печати, состоящая из нашей центральной газеты «Правда» и более сотни региональных партийных газет. Мы имеем десятки интернет-ресурсов, активно развивается и расширяет свою аудиторию телеканал «Красная линия». Однако, несмотря на наличие серьезных информационных ресурсов, мы еще слабо генерируем собственную новостную повестку. Наши службы не в полной мере отражают партийную и общественную деятельность. Иногда партийные средства массовой информации работают несогласованно, слабо реагируют на резонансные события, плетутся в кости информационной повестки. Исправить ситуацию может создание единого партийного информационного центра, который бы координировал работу партийных СМИ на разных уровнях, Центрального комитета, региональных, и тем самым объединял бы их в единую систему. Решение о создании подобной структуры уже принято, и мы надеемся, что в этом году информационный центр КПРФ начнет свою активную работу. В заключение своего выступления затрону еще одну важную тему, без которой невозможна эффективная агитационно-пропагандистская работа. Речь идет о политической учебе. Ежегодно Центральным комитетом разрабатывается тематический план политической учебы, издается журнал «Политическое просвещение». Этот журнал играет важную роль в системе политического образования коммунистов, сторонников. Центральный комитет принял решение об усилении идейно-теоретической работы партии. В ближайшее время у нас появится новый журнал «Социализм и мир», на страницах которого найдут свое отражение актуальные вопросы теории, истории и практики мирового коммунистического движения. Продолжает свою работу Центр политической учебы. В течение этого года мы планируем провести еще 5 двухнедельных курсов по различным программам. Ближайшая учеба пройдет с 17 апреля по 2 мая и по направлению организационно-партийной и кадровой работы. Убедительная просьба при направлении кандидатов на эту учебу строго придерживаться установленных Центральным комитетом правил и обязательно учитывать профиль обучения. Спасибо за внимание. Желаю всем нам успехов в нашей работе.